Первый урожай клубники в новом тепличном комплексе Кантышева Назрановского района Ингушетии соберут в январе 2019 года. Об этом сообщил инвестор Хаджибекар Албаков на встрече с главой республики Юнусбеком Евкуровым, в ходе которой был рассмотрен план дальнейшего развития крупных инвестиционных проектов региона. По словам Албакова, проект запущен на 50%, на площади 5 гектаров и рассчитан как на внутренний, так и на внешний рынок. Далее речь зашла о ходе реализации первой очереди инвестиционного проекта «Агрокомплекс Сунджа» по строительству тепличного комплекса площадью 10 гектаров. Инвестор сообщил, что на данный момент проводятся финальные работы по установке оборудования, монтажу теплиц, готова почва. В конце января планируется первая посадка саженцев томатов. Он отметил, что для рентабельности предприятия удержание цен на уровне рыночных за счет экономии на электроэнергии планируется строительство собственной подстанции мощностью 60 мегаватт. По мнению Юнусбека Евкурова, успешные проекты, желание и умение земляков вести бизнес внутри республики способствуют развитию экономики региона. Видно, что инвесторы серьезно и ответственно подошли к реализации проекта. Мы же со своей стороны всегда готовы поддержать подобные начинания, подчеркнул руководитель субъекта. Первый урожай будет 15-20 января. Контракты, да, вот сейчас. Ну, уже там все уже растет, цветки, уже 2 раза цветочки снимали. С азбукой вкуса с Грузией контракты заключены на поставку. Ну, в принципе, все. А у нас на рынке, на продажу, что будет? Наш рынок будет? Будет. 25 января, да, у нас? Да. Второе, те 20 гектаров следующие, все работы ведутся без остановки, почва подготовлена. Как только первый урожай здесь будет, мы приступаем ставить корпуса на те 20. А зачем урожай ждем? Мы хотим посмотреть, какие сорта, что, как, к чему. Надо там время нужно. Я думаю, где-то в апреле мы уже точно будем знать, что, как делать. Мы там хотим вообще другую технологию применить. Не то, что сейчас делаем. Мы сами будем все закупать. Ага. По переработке что? Там? Здесь? Да. Ну, вот здесь мы контракт с республикой заключили на аренду, выплачиваем то, что по контракту есть. Единственная проблема оформлением земель. 600 гектаров, которые выделены, они там как-то минжевали 617, я не знаю, зачем это сделано, и сейчас обременение находится земля. Хотя землю 600 гектаров я уже 450 элитного зерня посадил, именно элитного, самого лучшего. И 100 с чем-то гектаров оставил под овощи. У них есть что сажать, и когда сажать, там все. Ну, в основном все нормально. Хорошо, я разберусь, да. По АТМ на октябре мы вышли на себестоимость. В январе-феврале выйдем на полную мощность. Экспорт есть у нас? Есть. Мы поставляем сейчас Узбекистан, Казахстан, Дагестан, Белоруссию, Пермь. И если мы выйдем сейчас на полную мощность, то, в принципе, Европу тоже есть, только лицензию надо получить и все. По качеству мы превосходим итальянские, сильно превосходим по качеству. Мы сейчас делаем проект, разрешение получили, я как вам говорил. В принципе, там вся работа, все сделано. Сейчас вот закончим проект. Сейчас нужно будет 6 гектаров земли, где и как тут все расписано. И все, в принципе, на 63 мегаватт. Свое будет ставить? Да, никогда такого не было. У нас оно самое первое будет. 43 мегаватт нужно нам самим. И где-то 20 мегаватт мы можем продавать, если нужно будет там, не знаю, саду гиганту. Там себестоимость будет максимальная от рубль 50 до рубль 80. Цена его будет.